Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В России 24 год в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен годом семьи. А вот в Республике Саха сейчас год детства. В этом году особое внимание уделяется развитию семейных ценностей, укреплению института семьи и усилению мер поддержки. Социальный фонд России на постоянной основе предоставляет семьям, имеющим детей, меры социальной поддержки в виде ряда услуг, выплат и льгот. Что нового в этот год для семей с детьми приготовил соцфонд? Об этом поговорим мы сегодня с гостьей студии Мариной Герман, управляющей отделением соцфонда России по Республике Саха. Марина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, одна из самых ощутимых мер поддержки – это все-таки материнский капитал. Уже сколько лет действует программа в нашей стране? Как его сегодня можно оформить или использовать? Действительно, с 2017 года действует эта программа, и на сегодняшний день, после получения данных о рождении ребенка из базы данных ЕГР ЗАГС, сертификат оформляется практически автоматически в течение 5 рабочих дней, без личного присутствия заявителя, то есть мамочки. Да? В нашей республике, напомню, что в 2023 году на материнский семейный капитал было выдано в проактивном режиме 5098 сертификатов. Это из 5500 тех сертификатов, которые были выданы. Беззаявительный формат предусматривает формирование электронного сертификата. Мама его получает в личном кабинете на портале государственных услуг. Она это видит, и потом уже можно подать заявление также через портал государственных услуг на распоряжение материнским капиталом. Ну, беззаявительный порядок – это очень удобно и очень современно. А вот что касательно использования сертификата? Обычно говорят на улучшение жилищных условий или на образование ребенка, да? Это самый популярный. Совершенно верно. Потратить средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий. Это у нас самая популярная мера. Оформить также можно выплату на ребенка до 3 лет, ежемесячную выплату, оплатить образование, в том числе и дополнительное образование детей, приобрести товары для социальной адаптации, если ребенок с инвалидностью. Ну и, конечно, есть такая мера на формирование накопительной пенсии родителя. Угу. На оформление автотранспортного средства тоже что-то было, если, по-моему, транспорт отечественного производства, да? На оформление транспортного средства пока не было. Можно потратить на образование. Это в части обучения в автошколе. Чтобы ребенок получил права. Совершенно. Хорошо. А каков размер материнского капитала в этом году? Размер материнского капитала у нас на сегодняшний день составляет 630 тысяч. Это на первого ребенка. Естественно, с 1 февраля 2024 года были проиндексированы все пособия, в том числе материнский семейный капитал. На первого ребенка 630 тысяч. Если семья уже получала на первого ребенка материнский семейный капитал, то при рождении второго размер его увеличивается на 202 тысячи. А в случае, если ребенок появился, второй или следующий ребенок появился после 2020 года и права на материнский капитал не было, то тогда сумма составит 833 тысячи. А что, получается, есть такие родители, которые до сих пор не получили материнский капитал, раз существуют условия? Было время, когда вот материнский семейный капитал у нас был. Например, дети, которые были рождены в 2008 году, 2007 году, первые дети, они не получали. Был тогда материнский капитал на второго ребенка. А вот после 2020 года уже на первого ребенка, да, возможно, при появлении права такого, да, с 2020 года второй и следующий ребенок в случае неполучения на первого ребенка, то сумма такая 833 тысячи рублей. Это получается все, да? Больше новшеств в части получения мат-капитала нет? Нет, эта сумма просто, она каждый год индексируется, увеличивается. И если семья уже частично использовала материнский капитал, то, конечно, этот остаток индексируется. И, кстати сказать, что мама может посмотреть, да, ну или владелец сертификата может посмотреть на портале государственных услуг в личном кабинете, какая сумма осталась от материнского семейного капитала
и контролировать эту сумму, и распоряжаться ею. Она тоже подлежит индексации. Марина Евгеньевна, а есть же еще и единое пособие на детей, которое оформляется с 2023 года. Вот как-то там произошли изменения в этом году? Совершенно верно. С 2023 года единое пособие при рождении ребенка, то есть от 0 до 17 лет, единое пособие это вобрало в себя 5 пособий, которые сейчас ежемесячно назначаются за счет средств федерального бюджета. И, конечно же, здесь увеличился и прожиточный минимум, да, если мы говорим о размере единого пособия. Нельзя здесь сказать, что фиксированная какая-то сумма определяется из совокупного дохода семьи, да, и уже определяется размер, устанавливается в размере 100%, 70 или 50 размеров прожиточного минимума. Какие категории граждан могут рассчитывать на пособие для ребенка? Ну, как правило, это с низкими доходами граждане, делается оценка комплексная, да, если есть имущество, какое имущество, есть определенный перечень, какой подлежит включению в совокупный доход, что должно отражаться, и поэтому при комплексной оценке она у всех индивидуальная, поэтому здесь все индивидуально рассчитывается. Понятно. А вот есть еще и семьи с особенными детьми, это дети-инвалиды. Что гарантирует государство для этой категории граждан и что есть какие-то новшества в этом году? Ну, в первую очередь, это когда устанавливается инвалидность, назначается пенсия по инвалидности. Так? А что касается пособий и поддержки, мер социальной поддержки, в этом году новое, это с 1 января 2024 года родителям, которые работают на неполном рабочей трудовой неделе, да, неполный рабочий день, выплачивается ежемесячно 10 тысяч рублей с учетом районного коэффициента. Это ежемесячные меры поддержки. Кроме этого, работающий родитель также может воспользоваться правом дополнительных дней отдыха по уходу за ребенком с инвалидностью. Если ранее было 4 дня в месяц, то теперь могут родители накапливать эти дни до 24 дней. Но опять-таки здесь есть нюансы. Если решил родитель накопить 10 дней, то вот это накопление, оно действует один раз только в году. Вот. Поэтому здесь есть нюансы тоже, и работодателю следует учитывать это. Это для работающих. А что касается ежемесячной денежной выплаты для детишек, да, для семей, где есть дети с инвалидностью, также есть ежемесячная денежная выплата, мы ее называем ЕДВ, и она рассчитывается и выплачивается с учетом набора социальных услуг. В набор социальных услуг входит лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, лечение в специализированных учреждениях здравоохранения и проезд к месту лечения. То есть если в совокупности брать, да, и не отказался, то есть законный представитель решает отказаться от набора социальных услуг, либо не отказаться, то сумма там тоже будет меняться. А так, если говорить о конкретной сумме ЕДВ, то она составляет 3600 рублей. Ну, то есть можно сказать, что статистика показывает, чаще соглашаются на меры поддержки? Чаще, да, по набору социальных услуг, да, стараются либо частично отказаться, либо не отказываться. А если мы говорим с вами о больничном или декретных выплатах для родителей, здесь какие изменения произошли? Значит, если мы будем говорить про больничные, застрахованным гражданам, которые работают на условиях трудового договора, единовременное пособие при рождении ребенка составляет 34 446, ну и с учетом увеличения там в разных наших районах, да, с учетом районного коэффициента сумма будет увеличиваться. Есть также пособие по уходу до 1,5 лет, пособие по беременности и родам. Кстати сказать, сумма
по беременности и родам рассчитывается из предельной суммы начисленной страховых взносов. И в 2024 году 565 тысяч рублей за 140 дней беременности, да, 70 дней до и 70 дней после. Ну, это стандартная выплата в 2024 году. Есть еще осложненные роды, там уже сумма увеличивается, и при многоплодной беременности тоже сумма возрастает. Есть одна особенность в 2024 году. Мамочки, которые ухаживают за ребенком, в этом году возникло у них право выйти на работу и получать пособие. То есть это как раз-таки вот меры поддержки государства в части работающего населения, мам, которые работают. То есть они могут получать одновременно и заработную плату, и пособие по уходу за ребенком. Ну, тут тоже надо напомнить нашим зрителям, что во время декретного отпуска трудовой стаж не прерывается, да? Сейчас есть такие гарантии. Совершенно верно. Скажите, а вот если мы говорим о больничных выплатах, если на больничную уходит мать ребенка по случаю того, что заболела не она, а заболел ее ребенок, здесь выплаты идут в 100% размере? Выплата продолжается, поэтому здесь нужно тоже пользоваться этим правом. То есть может воспользоваться, например, папа, да, второй родитель, если ребенок заболел, то у него есть такое право. И право ухаживать за ребенком до 1,5 лет есть также у второго родителя. Да, ну здесь идет на усмотрение семьи, у каждого все индивидуально. Марина Евгеньевна, если нашим зрителям захочется уточнить какую-то информацию, куда им обращаться? Какие адреса, телефоны? Ну, во-первых, телефон контакт-центра, колл-центра, горячей линии 8 800 102 001, 24/7, телефон в режиме, да, многоуровневая система поддержки для тех, которые нуждаются в той или иной информации. Если касается подтверждения каких-то персональных данных, да, связанных с персональными данными, то можно обратиться в клиентские службы. У нас во всех районах и улусах присутствуют клиентские службы, можно туда обратиться. И следует сказать, что с марта у нас каждая последняя суббота месяца – это рабочий день. Поэтому кому удобно, могут обратиться. 25 мая – это рабочий день, поэтому приглашаем. Ну что ж, будете ждать большое количество клиентов. Марина Евгеньевна, спасибо большое, что время для нас нашли и поделились очень полезной информацией. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.